автономно. Я попытаюсь бегло говоря, человека можно захватить только на первые 40 минут. Поэтому... Здесь человек из гибель. Это особая категория людей. Это особая категория людей. Это точно. Которые любят перебивать. Да. Теперь, вот гиды, я не знаю, вот когда я ездил с туристами, я вот от Грозного до Итумкалета, ведучи с выходом на Цойпеде, такой маршрут был. И, наверное, мало кто, наверное, проезжая старые Тагивы, отсюда родом Махмуд Эсамбаев, отсюда предки Муслима Магомаева, здесь крутые оружейники, у которых был вот этот волчок клеймо. Кстати, этот волчок, это клеймо волчок упоминают многие авторы. Офицеры царские предпочитали местные власти, потому что заводской он быстро ломался, заводская стали вот этой клинки, поэтому предпочитали офицеры. Потом дальше едете, здесь Воздвиженская. Кстати, почему Воздвиженская называли, вы знаете, да? Огромный крест был найден во время строительства, воздвижения креста, отсюда Воздвиженская. Потом, когда вот эти ворота, где вот эта башня, кстати, там стояло, если верить Волконскому, 3 боевые башни там стояло. Проезжая, вот маленький момент, вот эти 2 места, где сливаются Шару-Аргун и Чанты-Аргун, где такая фишка, видели, наверное, фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Вот одна из сцен, когда гонится, вот именно в этом месте снималась. Райкин гонится по берегу реки, вот этот один из героев. Вот в этом месте снималось, кстати, это. Вообще сплав по Аргунскому ущелью, это все, эти сцены снимались, большая часть снималась в Чечне. Это СМБ окружил с Михалковым, старшим. Да, кстати, он сыграл свадьбу, и Адабашнян сыграли свадьбу в Грозном. Вот такой. А вот еще, чуть-чуть забегая вперед, я вот недавно, правда, на чеченском, большая статья на чеченском языке, на русском языке я тоже думаю публиковать. От входа в это ущелье, да, Аргунское, до Шатоя где-то минут 20. Километров 20, да? Спокойно. 18 да, плюс-минус, да. 20 где-то. Русские войска начали штурм 25 января и дошли до Шатоя в августе, в конце августа. Вот этот маленький маршрут, вот это в истории Чечни, он очень мало описан. Штурм Аргунского ущелья 8 месяцев. Вот этот маленький промежуток времени, 1858 год. Причем они отвлекли войска земля. Да, с января по август 1858 года 8 месяцев. Вот этот маленький промежуток, они 8 месяцев с боями шли. Причем там Дидимов и Волконский, 2 автора, описывают подробно ход этих боев сражений, участники, кстати, этих боев, что когда зона проезжаете, не Шаро-Аргунская, а вот это Чанты-Аргунское ущелье, Бандук называется, вот этот хребет, и он пишет, что деревья, огромные деревья, на которых вытянувшись можно, лежит красное какое-то дерево, прочное, красивое. Там в Воздвиженске кто-то мебель прекрасную сделал из нее. Жалко было уничтожать, но надо было несколько
недель горел, они рубили лес на этом хребте Бандук. Бандук, да, ну, у него написано Бандук, ну, хребет войск переводит, значит. Вот, вот такая вот небольшая ремарка. Кстати, вот многие пришли, так какая-то зона, неправда. Когда что зона это когда русские. Кстати, вот они до Ярыш-Марды дошли, потом времена вообще узкая была, что наверху приготовились, там, скатывают, пионы и так далее, завалы устроили, что там не пройти, они вот чуть выше Ярыш-Марды перешли Аргун, и дальше по Эскенду, вот так, и в районе Зонах они опять разрушили там башню, а там так и написано «зона». То есть еще до прихода это «зонах» называлось. То есть это русские зоны не имеет ничего общего, это ошибочная версия. Этимология многих топонимов на территории. Дело в том, что, смотрите, вот, чем древнее вот, название, тем очень трудно установить. Да. Вот Гихи что означает? Может, хотя разные версии, но тем не менее. Аргун, Шейл, многие названия, Шейлыш, разные версии, конечно, но удовлетворили окончательно какой-то одной версии, которая удовлетворила бы. Нет, это говорит о том, что это очень древние названия, смысл которых, да, может быть, в будущем достижении лингвистики, сравнительно-исторической лингвистики, они дадут какие-то результаты. Мы можем сравнительно с какими языками? Сравнительно, допустим, с теми же курильскими, уральскими языками, с которыми родство в качестве сравнения с другими, самые близкие, некоторые вот кавказские языки коренных народов Кавказа, 2 или 3 языковые группы, или даже языковые семьи, некоторые даже. Это абхазо-адыгская, это нахско-дагестанская, но нахско-дагестанскую, некоторые на нахскую и дагестанскую. Это говорит о том, что нахские и дагестанские языки очень на каком-то этапе были близки. Впрочем, как и абхазы. Чечня вот промежуточное положение. Помните Майкоп и Кура Ракс? Вот, даже в кабардинском языке гость хаш. У чеченцев гость хаш. Вот кто у кого заимствовал, или это из общей словарной лексики про северокавказского, как некоторые лингвисты реконструируют. Вот, на сегодня больше вопросов, к сожалению, чем ответов, которые можно дать. Ну, по крайней мере, названия, они очень древние, и они до нас дошли. Да. Они же все-таки дошли. Дошли, несмотря на 13 лет усиления, да, запомнился. Ахаалар, Сулейман, да, Жалыжи, да, Гихичу, да. Рашня, да, много вот этих, да. Хум, Искяк, допустим, в Ширинском районе, вот, Гумс, вот, кто? Поэтому это, чем древнее народ живет, язык, вы понимаете, язык точно так же меняется. Вот современный русский язык, и вот буквально прочитать, вы документ 18, попробуйте взять, почитать документ, русский документ 18 века. Я даю вам гарантию, что вы не прочитаете этот документ. Там мало того, что там вот эта скоропись, трудно читабельно, там ни точек, ни запятых. И где начинается, где заканчивается, а еще 200 лет, а еще 200 лет. Это любого языка касается. Любой язык со временем меняется. Не только язык. Все. Да, совершенно. Все, кроме слова Всевышнего, Корана, все остальное подвержено изменению. Все меняется. И со временем вот это количество этих изменений, они в какое-то качество переходят.
мы, допустим, да, 100% не такие, как наши отцы, они не как их деды и так далее. Мысленный эксперимент. Лет 150-200 назад я бы попал в Чечню, наверное, меня за чеченца не приняли бы. Не вести себя. Это естественно, разговор, к сожалению, к счастью, тех самых людей, которые тысячи и сотни тысяч, тысячи лет назад идет своим чередом, но мы потомки жили здесь. И тут хотел бы ломать копии происхождением, самоназванием, вообще сам термин чеченцы. Да? Принято говорить чечен аула, самого большого, самого старого. Кстати говоря, насколько вот я выяснил, известно из дагестанских источников, это не Асали Дагестан, Дагестана. Нет, это еще один источник. Еще есть Асали. Асали Дагестан. Короче, там о событиях начала 17 века, вот я, насколько вот по письменным источникам, первое упоминание Шеменчук, Чечен-Аул, АТГ между 1603 и 1904 году. То есть в дагестанских источниках вот эти селения уже в 1604 году они уже, значит, они же не возникли в этот момент, там Колышек забыли и поставили Атаги, Гельмичук, они существовали и до этого. И, то есть, это уже начало 17 века, эти селения уже были, эти районы. Что касается Чечни, есть история Гирейхана, более того, в Фазлуллах упоминается Вилаят в своем тарихе, сведения итальянской это опубликовано, сведения 15 века, что Цацан упоминает он, и тут же пишет, это область еще Эль-Новци, Эль-Лохци, это Эль, это в переводе с тюркского народ, племя и так далее, Новци это Новчи. В первое 1314 периода Григория Писательного, 18 год, Швили в 14 веков упоминается он пишет, что он просто, сейчас не буду, армянская география 7 века, где Нахчуматья, она или Широкец, который в 7 веке писал эту географию, он же не в момент, когда этот народ вдруг вылупился откуда-то или родился, значит он и в Армении далеко хорошо в это время был известен, этот народ, раз сочли возможным записать в Армении. То есть это говорит о том, что и самоназвание народа древних, и название вот этот чечен тоже, по крайней мере, относится к эпохе, средневековой эпохи. Дахи Зриев, там, что в источниках, относящихся к монголо-татарскому нашествию, народ состояли. Но сейчас в это филологические какие-то, я обычно
спрашиваю филологов, я поскольку историк, поэтому какие-то филологические, не моя епархия, что называется. Вот. Теперь в русских источниках конца 17 века уже чеченцы, уже в конце 17 века чеченцы название общества. Если вот во там когда кабардинцами и чеченцами начали расселять, почему вот общего какого-то дело в том, что на территории каждая из них, да, внутренние, внешние, да, объединялись. В автономном случае, когда внешний враг там мягко собирался, объединял, да, всех и так далее. Но это на случай. Обычное время феодальных кланов, феодальных фамилий в Чечне не было. Субъектность вообще для стороннего, не только российского, субъекта, что значит вот, этот этнос, народ, если бы какой-то правитель, аварский хан, допустим, да, аварский был хан, там, Тарковский, Шамхалкумы, да, Казикумовский и так далее. А здесь вот такого правителя какого-то, феодала, хана не было. Поэтому вот с каждым приходилось договариваться по отдельности, обществом и так далее, властям. Ну вот это Аргунское ущелье известное. Кстати, первое посольство через это Аргунское ущелье 1601 годом датируется. Это один из таких кратких путей сообщения с Грузией, особенно когда Дарельское ущелье, кабардинцы пытались контролировать с равнины, Эристав Раглинский не подчинялся ни Картлийскому, ни Кахетинскому царям и так далее, своего. И тогда вот эти посольства, грузинские царские посольства, русские царские посольства, вот по этому Аргунскому ущелью, вот в течение 17 века многие вот эти посольства царские, вот по этому Аргунскому ущелью шли. Теперь, что касается вот этой башенной архитектуры, да, вопрос датировки этих башен, камень, как датировать камень. Да, есть дело в том, что вот радиоуглеродный метод, он применим к органике. Камень датировать только если где-то и то, как эта органика к этому камню прилипла, или вот, очень трудно датировать. Но я, как, скажем так, историк старой традиционной школы, я придерживаюсь того, что классический тип башен, да, он сложился вот в монгольскую, постмонгольскую, тимуровскую, вот, время, когда наибольшая угроза с равниной была. Но сами вот эти башенная архитектура, она гораздо древнее. Я вам маленький пример приведу. Вот на Иваненков в работе «Горные чеченцы» 1911 года или 2012 года, он говорит, что в Итумкали было, Руслан, сколько там, 12 или 20 башен было. И местные продали эти башни на камень, когда не было. И когда мы ехали, взяли русские при строительстве. Другой пример. В селении Вашингтон, там в 1929 году пишут, что Вашингтон это башенные, они славили. Вот там буквально Гилоев.
еще остатки этих башен. Отдал маме и Жансеку. У них у каждого 3 башни, одна повыше другой. Участки показывают, где были. Но эти башни, большая часть их пошла на постройку мечети. Там даже камень в основании этой мечети, вот с этих башен. То есть горцы народ такой рациональный, скажем так, да, ничего не пропадет, что башни стоять, можно на мечеть пустить, там можно продать и так далее, да. Это не значит, что не питали пиетета к древности своей. Вот есть, когда Чемерлы взрывали башни. В акинском обществе это вообще жуткий какой геноцид устроили. Вот буквально я постараюсь сейчас недавно архивный документ человек. Там буквально по дням, как эти башни уничтожались. Вот я сейчас... Это причем несколько раз в 1858-1860 году, вот это Акинское общество. Вот. 1860 год. 1 июля со светом отряд двинулся, и около полудня мы прибыли к аулам, лежащим близ озера Галанчош. Здесь, по предварительному извещению полковника Кундукова, старшин, мы застали жителей Акинского общества в большом собрании. Объявлено им решение вашего сиятельства, что они должны оставить свои жилища и перейти в другие места, их поразило. Вот первый, кого подвергли депортации, это были акинцы. На несколько лет их выселили с этих Акинских гор, запрещали им возвращаться туда. Вот, 2 июля наш отряд оставался на сей позиции, приступил к ломке каменных башен, от которых жители начали перебираться. 3 июля там же окончательное разорение всех аулов в Галанчи. 4 июля отряд к вечеру перешел к аулу Волги, главное место Акинского общества, истребив в продолжении дня башни в 2 аулах. К вечеру часть большого аула Волги была уже разрушена. 5 июля окончательно разрушены все башни аула Волги. К полудню отряд перешел к теснине реки Гихи, ведущей к аулам Галхары, Акинскому и так далее. То есть вот эти башни, башенные комплексы уничтожались в течение, вот, во время Кавказской войны, после того. Это то, что сохранилось, это очень малая часть того, что было. Огромная часть вот этих башенных комплексов была уничтожена в период после Кавказской войны, а потом уже и после депортации чеченцев. Вот, к сожалению, вот такой геноцид. Мало того, что башни там взрывались, уничтожались, надгробные вот эти стелы, чурты вот эти, да, надгробные памятники, их снимали на строительство, там, семеноферм, дорог и так далее, зданий, все названия чеченские были. То есть всю память об этом народе стерли. Из страниц, где упоминается чеченцы, выливали страницы. Сулейман, я поняла. А вот Акинское общество, оно базировалось в Галанчорском районе? Да, в основном это Галанчорский район. Да. И куда переселили акинцев? Ну, это нынешний Ачхой-Мартан, но тогда не было Ачхой-Мартана. На равнину переселили Ачхой-Мартана. Эти вапийцы разве не в Ингушетии, или они и там? Кто? Вапийцы, Да, Ляпи. Ляпи это почти те же Ляпи. Раньше Галанчор был Акинский. Галаи это одна из ветвей Акинцев. Галаи и Акинцы были. Вот это вот называлось раньше Эхтам. Оно вырыто искусственно. Ляпи, вот Ингуши Ляпи сейчас, но Мальсагов дошел до Доковича еще в 1941 году, можно даже в интернете, по-моему, найти эту книжку,
чечено-ингушская диалектология, по-моему, называется. Он пишет, что, ссылаясь на Гюльденштейна, опять же, на его слова, которые, что в XVIII веке вот среди этих джараховцев, ляпи и так далее, среди них чеченизмов, ингушизмов не было. Он пишет, что не ляпи назывались, а вапи у Гюльденштейна. Но все эти детали он пишет, что ингушизация году вот это писал. Вот буквально недавно произошло. Амор. Вот вы указывали, что вот эти Начало первого тысячелетия до нашей ну, я просто для сравнения себе беру, на 20 метров копали, там стены продолжались. И это датировалось 4-м тоже тысячелетием до нашего. Конец 4-го, начало 3-го тысячелетия до нашей эры. Я даже вот сравнение. Опять же, вот смотрите, Дербент расположен рядом с морем, да? Там вот эти Каспийское море называют дышащим морем, называли. Сильно поднимается, опускается, поэтому дышим. Конечно, если рядом они образуют где-то в горах или на равнине и так далее. Очень быстро с этим видом больше географов. Вот это формирование естественным путем земли и почвы происходит за счет растений. Да. Во-первых, трава каждый год вырастает, потом погибает, жужнет, потом лесной опас. В лесной зоне вообще быстрее идет накопление. Лес, вот на моей памяти, когда мы едем в Шатой и съезжаем направо, слева районный альтернативный сделать, и вот так вот эта гора, даже Огненный просто. Там лет 30 назад, где-то, наверное, 80% были луга. Сейчас на лугов не осталось, полностью заросло. То есть где заросло. Как только скот пропадает, там была колхозная ферма, лес вырастает. Как только людей нет, лес вырастает. Поэтому происходит вот этот опад листьев, вырастает трава. Это естественно почвообразование. Вот в Букуне, который я рассказывал, который в Хеле, где у нас узнали, там вот 44-й как выселили. Там стоит село, не копано, никто там не ходил. И внутри домов вот такие буки, липы, граб вот такие, за 8 лет, прямо внутри домов. Но домов-то нет, стены остались, и остались еще эти остовые печи. И очень хорошо осталась керамическая фабрика, которая делала черепицу и специальные канализационные водопроводные трубы из глины. Как будто, да, печь. Как будто буквально 2-3 месяца назад, вот такая свежая там, вот эта керамика. Вот такой пошел гора. Я извиняюсь. Да, не. Важно, кстати, вот, ну, это отдельная тема. Кстати, историк, вот, возвращаясь историк, он и географию, и вот, рисовать на картах стрелки. Дело в том, что не факт, что река имела вот здесь урон, или вообще текла по этому руслу. Поэтому, или море имело такое же, как сейчас, очертание. Очертания там 200, 300, 500 лет назад. Я мало ли какого периода. Дело в том, что с
малый ледниковый период. В конце 15-16 веков сейчас говорят потепление климата, выбросы этого всего. На самом деле вот эти циклы на большие похолодания, они и раньше встречались в истории человечества. Вот малый вот этот, он где-то с конца 15-го, начала 16 века начался, малый 15 века. Сейчас опять идет цикл потепления. Я вот насколько климат изменился, вот буквально читать того же самого, который Сунжи войска переходили с артиллерии и так далее, да, когда мы, чтобы Сунжа замерзала. По льду Терека там переходили войска, да, и замерзал. Антоны, вот эти мосты. Это все оттаяние, вот эти объем ледников очень сильно сократился с 60-х годов, вот за буквально 20 лет наблюдений, где-то у меня старая вот географическая литература, очень сильно сократился объем. Насколько? На 50%. Даже больше. Некоторые ледники, а ледники, которые расположены на склонах юг, такой восточной позиции, они больше не сократились. А там даже, ведучи, если посмотреть, это можно даже увидеть. Там верхушки это снег лежал, он очень сильно изрезанный. А вот где, вот, кстати говоря, Роша, материал вот так условно обозначил, особенно такого чеченца. Дело в том, что тот же Бержи, пишет, что они 1840 года, до того, как имам Шамиль был имамом, и началась активная опять же, фаза вот, боевых действий, чеченцы сплавляли по рекам в Кизляр огромное количество леса. Конщики, сало, плотов. А там что-то на все это время. И первая русская войск в 1560 году состоялся, в 1563 году, потом в 1567 году, в 1571 году. Вот устье Сунжи Терека, место слияния Сунжи с Тереком, это было стратегически важное место. Почему было? Дело в том, что ниже каких... Я специально интересовался, смотрел у Попкова, Терский, там буквально подробно те казаки стародавних времен. Ниже падения устья таких переправ места не было. А вот в этом месте и выше были места, где можно было через Терек переправиться, через Терек Сунжу. Кстати, Хизри Низая говорил, что именно в этом месте Тимур переправился через, там упоминается Кайсу. Причем Кайсу река названа Хуай. Чеченская Хуай это реки Сулак, Хуайфи. Вот, а там шериф один Езди, шериф один Шани, Низам один Езди, они Хуай. Хай передать нет, Хуай. Потом Сунжа, потом Терек. И вот на левом берегу Терека вот это грандиозное, одно из крупнейших в мировой истории это сражение, где-то 300 тысяч стоит с другой стороны, если видеть, сражение. 3 дня продолжалось сражение. Это, и это Шелковской район по имени. Нет, это левобережье Сунжи, а сражение на левом берегу Терека произошло.
Почему? Дело в том, что согласно вот этим летописям, Тахтамыш стал переправиться Тимур через Терек. Он не стал на переправе его бить, он дал ему переправиться, выстроить войска. Почему? Вот историки такую интересную версию, что каждый, и Тахтамыш, и Тимур преследовали свои цели. Тимур, зная, что в случае поражения его воины обречены, зная это, будут биться до последнего. Сзади Терек бежать не вариант. И воины будут биться до последнего. А Тахтамыш в надежде на то, что войскам Тимура не удастся сбежать сзади, истребить, окончательно уничтожить, чтобы не смогли сбежать. То есть каждый из них свои цели Тахтамыш, давая Тимуру переправиться через Терек, дам ему переправиться, точнее, свою цель истребить в конец окончательно войска Тимура. А Тахтамыш в надежде, что его воины не дрогнут, не побегут, зная, что им бежать некуда. Вот. Но такая версия их изливом была. Это сражение произошло на левом берегу или на правом? На левом. На левом берегу. Тимур переправился отсюда туда, за Терек, да? Да. Там и Сунжа упоминается, река, и потом дальше. Это Брагуны, Сунжа, Да, где-то, скорее всего, в этом районе, да. Сунжа хватает Терек, где его не Брагуны. А? Место слияния. Да, ну за Тереком уже, за Тереком. Чтобы развернуть это огромные войска там. А Кирилловки Ардун подает, Сунжа, Брагуне, подает. И вот я к чему это? Вот, а первое постоянное, вот в 1588 году Терский город, чуть ниже Кизляра, или Терки он назывался этот город, меня все время вот, занимал вопрос, откуда они, там только камыши, откуда лес они брали, чтобы построить, а город был деревянный, большой этот город, да, откуда лес брали? Вот. Дома ломали. Какие дома? Я опять же специально занимался такой, немножко такой, типа как не доискаюсь. Вот нашел в записках Кавказского отдела Русского императорского русского географического общества за 1907 год. И там описание лесов, которые в Притеречье. Да. И там записано, что до примерно станицы Червленой лес непригоден, не строевой лес это, непригоден он для строительства. Значит, эти... А? Даже не горит нормально. Там основное ива, тополь, такие корявые. Значит, этот лес, опять же, по Сунже, по Аргуну сплавлялся. Чеченцами сплавлялся. А теперь, что касается судоходства, то тут материала более чем достаточно. И в Астрахани, и в Дербент, правда, русский источник, а на русский лангусты, там еще несколько типов судов называются. Вот, но акачанами, как называли жители, причем называли акачанами всех. И мы акачане из Бичкизя, то есть из там, Бичкизское общество, это Шелинский район примерно, да, из Акоз, из Акинского общества, Бичкизяне и так далее. Ну, это в русских такая унификация произошла. Вот, А как назывались, которые выходили мореплавание? моряков как называли? Да. Как назывались детали конской узды, там, телеги или чего-то еще, никто сейчас не называет. Почему? Дело в том, что если это все не записывать, все это лишний раз держать, а вот было такое, вот назывался это, ну вот он выглядел вот примерно вот так, и назывался он вот так. Нет, такого не бывает. Предмет исчезает из обихода, и название. Но я знаю, что в андийском языке якорь называется ленгер.
лянгер. В чеченском есть такая свинчатка, лянг называется. Возможно, тоже связано с этим якорь. Линкора, кстати, лянгер это якорное место. Но морская терминология есть в чеченском языке. Причем, смотрите, чеченское название моря, город, оно не заимствованное, оно исконно чеченское. У осетин даже, хотя пишут, что это фурд, но у осетин нету, они Тенгиз на тюркский лад называют море. Но это, опять же, другая история. Год, допустим, парус, там, пил, это весло, там, много вот таких морских терминов есть в чеченском языке, которых... И есть описание, там, четырехвесельные лодки, там, и так далее. Вот сейчас я, чтобы не соврать, но разные типы вот этих лодок, которые... Причем Хизри в одной из статей, Моздок продавали, каюки назывались, небольшие лодки. Вот эти каюки продавали, чеченцы продавали в Моздоке. Делали и продавали в Моздоке. Там статистически сколько даже их продавали, приводится данными. Вот, вот этот описание похода 1826 год. Там, что каюки использовались при некоторых на Сум уже использовались, на Тереке использовались, чеченцами использовали вот эти каюки. Это малые вместимости суда были, четырехвесельные, то есть вот такие данные есть. Причем это не фольклорные какие-то данные, а мы можем со ссылкой на источники все это. Да. Я предлагаю тебе немножко вдохнуть. Хорошо. Я сейчас расскажу Хорошо. информацию, как вставляли лес по Аргуну. Например, по Шар-Аргуну, где есть место, там Аргун сужается до 2,5 метра. Место называется Уличкой, то есть Воровской мост. Раньше полы обычно рубили дерево, там мост образовался, шли куда-то, села, аулы воровали, что-то, переходили по этим бревнам, скидывали это бревно, а погони, пока не срубят дерево, оставалось. И вот в этом месте, кто знает, вот это Умар, прадед, был очень здоровый, очень сильный человек. Они в этом месте, они деревьями рубили лес, там растет и не гной, как бы тислями понял, липу, тис, бук. И это месте, да, и это месте, берега узкие, они вот так вот клали огромные бревна поперек, много еще бревен, и реку останавливают. Высоту поднимает, там перепад где-то, наверное, 10-15 градусов нашей мост построили. И в то время реки были большие, более такое. Я, например, помню, я тогда жил, рос на берегу этой Аргуне. Вот, половодье Аргуна, которое было в 76-77 году, с тех пор такого не было. Вот вся половина Аргуна, она широкая, между полом, вот так вот была. И вот они накапливали, а вот так ставили жерди, там, вот так, специально делали такую колымку. И наверху становился дед или прадед вот этот Умара, был длинный такой стрелка длиной где-то 2-3 метра. И он оттуда должен был 1 или 2 удара сделать, чтобы всю эту баррикаду смыть. Если он ошибется, он мог туда упасть, его могут задавить. И вот оттуда вот эта вся волна, такой мощной массой, уходила вниз и мимо того туда вплывала в Суму. Здесь вплывала, да. И вот так вот было Кстати, у Сулеймана ее вполне, где этот лес сначала снимали кору и епошали, чтобы сплавлять. на уровне 1 метра от земли, вокруг этого дерева, снимается кора. Лет 20 назад я тоже это делал, я стал браконьером, вот такой тут я шурю. Сейчас боюсь, опять секунды туда. Мы сегодня видели с вами, что он тоже сплавляется. Нас назвали Фортом. Форт,
волна, да. Кстати, насчет водохранилищ, у Самойлова это еще до 1858 года. Самойлова за присоединение, ну, до туда, Армянской Чечни, что вот в Аргонском ущелье, где-то в районе Итумкали, озера, где рыбные фермы были даже. Этого Самойлова вводит. Долины, воду отводили, имена от воду отводили. А насчет сплава леса, не во всем сделать, в частности, вот чуть на и вот так ловили. Аргонском не очень узкое ущелье, это можно. Но от Кейского, у того же Иваненкова, с Кейвляли. Там тоже много сосны. Лучшее место начала Армения — это район Неглышка водопада. 3 года назад мы оттуда вытаскивали сплавщиков, друзей наших. Они нам сверху шли, они там никогда никто не проходил, они не знали, что там. Когда дорогу до Днепровой, когда взрывали, туда скинули очень много материала, и там лежал озеро. Помните, вот, когда до Днепровского водопада приедешь, там озеро. И когда было озеро, бревна, которые несла река, они там застряли. Потом озеро ушло, и они на высоте где-то 1,5 метра от воды торчат до сих пор. И так, помните, ребята, Слава Богущев, Рихтер все, они вот так вот 2 бублика были соединены. Вот он руками трогает, справа, что ущелье трогает, не удалось, шириной 2,20. А наверху еще эти бревна, это смешно, это шло туда, смешно, вот там, где вот так были, 3 года назад. То есть там самое узкое место, да? У Равинского в начале 19 века, что остров называется так, потому что напротив находится жилище чеченцев. Вот такое есть место. Вы знаете, мы сегодня интересовались, у Рыбакова, кажется, здесь нас Чечин называют. Правильно? Мы даже в Украине смотрели. Нас. Более того, Рыбу, которую такие эти бывают, чечен называются. Да, более того, там есть еще в 1964 году определенное сведения, что рыбаки, не только чеченцы, там кумыки, казаки и так далее, рыболовы съезжались на этот остров, и какое-то время они устраивали даже какие-то состязания, игры, празднества, ну, люди работали, и потом, и один из таких, у них заплыв, что ли, вокруг острова вот этого, один из видов состязаний. У нас тоже вот это такое, немножко созвучие есть. Это бывает. Вообще-то, наш тоже палатка. Да? Точно Чечин называется, поэтому там же рыболовец ездит всегда, Артель. Когда народ там жить начал. Поэтому он и остров Чечен. Вообще к имени, названию чеченцы вообще никакого отношения, я это изучала долго. А я вам пришлю ссылку специально, чтобы вы прочитали. У вас есть много. Начало 19... Не, это не чеченское. Это начало 19 века. Хозяйственное, экономическое, там длинное. Это начало 19 века, а там еще этот Пугачев и Разин. Там в русских источниках написано, что снасти, которые ловили рыбу, назывались чечи.
Ну. И оттуда не чечен, а чечен. Чечен На называется. первом Он же не этапе остров удалили Чечен, а он И Чечен. оттуда и пошло название. Ну, Пугачев или Разин, кто туда И Пугачев, и нет, не Пугачев, Разин. Нет, Разин. Он, я сегодня как раз говорила, я когда прочитала, что он туда приезжал по Волге, там останавливался, там еще люди не жили, когда он туда... А он вообще не жил, И там, там был лес. отлив бывал. Если переходили, вот он набеги делал на торги, на деревья. Я вообще была этому удивлена. Ну, пиратство на Каспии было один из таких известных, один из известных пиратов 17 века на Каспии, который орудовал по документам, Кощей Безбожный. Да. Они еще тогда Да, называли да, это да, остров Чечен. так и называли в документах. Кощей Безбожный, Кощейка Безбожный. 17 века, да? Да, А вообще про этот остров, что вы можете сказать? про сам остров. Да. 150 человек жить осталось. Один из самых больших на западном побережье Каспия. Сейчас, Вокруг него еще сейчас полуостров. почти что это Акрофанская Кроме этого, залив, он уже высох. Считай, что он Это уже Полуостров. Так, Мирей. На втором флаге Прямо на Тут там разные есть версии. Сулейман, можно вопрос? Версия, как всегда, Представители какой национальности, когда все не стараешься возвеличить свою нацию, тем не менее, когда ты с таким патриотизмом относишься к своему народу, всегда говоришь, ну вот вы чеченцы, а вот где же, почему раз вы говорите, что у вас была государственность, что это государство Алания, да, это подтверждают, да, какое-то есть, ну, или буряты есть, да, или государство, да, в эти, там, где границы Дагестана, Жайнутовский район, Синсик, а где же была ли у вас письменность? Была ли у нас буквально вот, Руслан, в прошлом, позапрошлом году в районе села Павловой с грузинской письменностью, в районе Харкароя, ну, в горах очень много вот этих пользовались грузинской письменностью одно время. Арабской письменностью пользовались. Вот Руслан доказывает руническая письменность еще. Не я доказываю. Это Олег Алексеевич Мудрак. Это из Института языкознания Российской Академии Тем Наук. хуже для чеченцев, если Да. это Мудрак доказывает. Я там ни при чем, я привожу просто свидетельства, которые он опубликовал. Я ссылаюсь на них, на источники. Да, но на Дону обнаруженные даже вот, донским аланам принадлежащие вот эти рунические надписи, он с помощью и осетинского, и чеченского языков расшифровывает. Причем он в Институте язык не в Чеченской академии наук работает, а в Институте языка, один из признанных лингвистов Российской Федерации. Так что... А правда ли, что знаменитая зеленчукская надпись расшифровывается именно чеченскими словами? Она расшифровывается кабардинцами на кабардинском, осетинами на осетинском, черкесами на черкесском, чеченцами на чеченском. А что это за зеленчук? Но на сегодняшний день, где находится, куда и как исчезла эта зеленчукская, к сожалению, нету, чтобы есть зарисовки вот этой надписи. Вот и каждый переводит со своего языка вот эту надпись. Сейчас вот такой. А вот вопрос. Автохтонное население на территории нынешней Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии до скифского периода. До скифского, это племена кабанской культуры. А вот в языковом отношении кем они были,
Да. Это уже вопрос. Но даже тот же преснопамятный Виноградов Виталий Борисович, он склонялся к тому, что это предки чеченцев были. Активное такое предположение, что именно война. Да, да. Ну, по крайней мере, вот смотрите, та же Валентина Ивановна Козякова, которая и западный вариант кабанской, и восточный вариант кабанской культуры изучала, она, по крайней мере, вот восточный вариант кабанской культуры, это, и она вот эти признаки, маркеры материальной культуре, которые прослеживаются с тех пор, через средневековый период, вот даже, в принципе, конечно, та же самая свастика, я не знаю, в Дагестане, в Осетии, но на чуртах чеченских эта свастика до сих пор. Да, у нас много. Здесь встречается фотография. Ну вот дело в том, что я был в музее Назрани и в этом Владикавказе. Они берут это изделие кабанской культуры, так красиво преподносят его, как-то они реставрируют, что ли, его. Вот кабанская культура, мы наследники, говорят. А когда скифы туда, Сармату, пришли уже после кабанской культуры, Ну, правильно? Это же 5 век, 6 век, считайте, Ну, до да. нашей эры. А у нас И то они в горах не осели, ни эти скифы, ни эти у сарматы. этих ингушей они так кучками стоят и вот преподносить не могут. Они вот получают истинные наследники самого центра. Они и кабанцев потомки, и скифов потомки, и аланов, и Есть информация, что там, где Вообще славяне, произошли. Осетия, там откуда пришел Тимофей, и вот эти ингуша, они там были, они там были представлены. Ну, хотя бы с предками, одного предка выбрать, чтобы всех подряд как-то правильно записывать. Это уже... Но я могу сказать одно, что чеченцы на этой территории являются автохтонами. Ни один историк, ученый, что до чеченцев здесь жили какие-то другие племена, народы, пока даже не то, что там гипотезу не высказал, даже не додумался это высказать, что до чеченцев на территории Чечни какие-то другие племена жили. Мы считаемся здесь коренными исконными обитателями. По крайней мере, с известных периодов археологических и так далее, преемственность наблюдается. Вулканы, вдоль терека. Курганы вдоль терека, вот смотрите, ранний этап сейчас аланской культуры принято со второй половины II века. И вот тот же Малашев, вот один из, да, вот, из археологии же она развивается, он пишет, что зарождение аланской культуры, вообще обрядов, основных элементов, до этого и Майя Павловна Абрамова говорила, писала об этом, уже очень известный археолог, что именно вот центральный, северо-восточный Кавказ, отсюда часть вот этих аланов, потом через Терско-Сулакскую низменность, Приморский Дагестан ушла на юг. Это вот известная страна маскутов. И там осели они. Там осели, да. Южнее Дербента, получается, Москва. А? Москва южнее Дербента. Да, Территория да. Азербайджана, в том числе. Вот, часть вот отсюда ушла туда. Вот, кстати, вот эти же, вот самые ранние аланские памятники с этим течением терека. Ну, это в основном Чечни, Осетии, Ингушетии, равнинная часть. Вот аланская это позже. Это казахские, вот, скорее всего, практически одновременно. Ну, сами казары в письме испанскому сановнику, еврею, казахские организации в самом веке, как известно.
начинается с периода возвышения. У меня вопрос так, история. Почему европейцы добавляют европейцы? Между ними почему это история не для европейцев? Тоже они очень много. Санскрит, там очень это коренная лексика, базовая лексика, там есть список сводыша, который базовая лексика, несколько сот слов, которые мало или практически не заимствуются. Вот это базовая лексика, и они сравнивают и устанавливают, вот сколько процентов этой базовой лексики в том или ином языке соответствует. Но, кстати говоря, наш Аргир Вагапов, который защитил кандидатские славяно-нарские лексические параллели, около 500 словарных со славянскими, с русскими, славянскими языками, начиная от культурная лексика, она очень быстро меняется. Мода и так далее, все. Культурная лексика, название одежды, там, посуды и так далее, это быстро заимствуется, меняется и так далее. А вот базовое это название воды, частей тела, земля и так далее, вот такие понятия, они практически не заимствуются. Вот, а вот в русском языке есть, допустим, чеченское ворот, шея, и русское ворот, чеченское галей, русское галей и чеченское название цветов, синий и так далее. Но вот сказать, когда вот это, вот эти, ну это настолько тесные должны быть контакты, если это не родственные. Слово дед, например. От слова деда. Там очень много, я же говорю, около 500 этих словарных суждений у Аргира Вагапова. И вот когда в какие вот эти славяне и предки Нахова, вот где они контактировали, может быть, скифский период в составе этих, это же неоднородно. Это же союз племен было, причем разноязычных племен было. Может быть, тогда скифы оказались под Днепровье, вот эти все великие царские курганы раскопаны, они же под Днепровье раскопаны. То есть здесь Параллели языка. Сайдамин, насчет индоевропейский, это индоевропейский язык, поэтому, наверное, индоевропейский. Там, допустим, числительные, там матер, мать, мать, это бразер, бродер, брат, то есть там очень много вот этих, на этом основании. Это параллели языка. Да. Это языковое родство Да. народа, живущие на Индии и Европе расположенные, это родственные языки. Но самое интересное, прародину вот этих индоевропейцев ищут вокруг Черного моря. Или Северное Причерноморье, это Дьяконов, или Балканы. Черноморье, Малая Азия, Передний Кавказ. Вот вокруг Черного моря. И вообще Черных, циркумпантийская зона. Вот эта зона очаг возникновения цивилизации. В греческом схождении, причем не просто схождение, а заимствование из северокавказских языков в греческий, в древнегреческий. В время эти исследования были, но вот когда, какое время, вот эти контакты, сами древние греки, конечно, Кавказ считали окраиной цивилизованного мира, окраиной Айкумены, и когда Александр Македонский жил, а греки, они были, никогда не уходили, они вглубь суши, Гедит сравнивал с лягушками, которые расселились в море вот этих колоний их, дальше
дальше они слушают. Вот единственное, кто это горец Александр Македонский, который провел вглубь Азии. И когда они дошли до Афганистана, увидели Гиндукуш, нет, это не тот Кавказ, который там. Вот это Кавказ. И одну из Александрий, которую в Афганистане основал Александр Македонский, она называлась Александрия Кавказская. То есть вон там Кавказ, вот это Кавказ, да, куда греки приплывали Прометея там, и так далее. То есть много мифов с аргонавтами, не аргонавтами. Вот эти племена Каспия, которые жили в южной части Каспийского моря, западное побережье, они в какой-то период, видимо, под давлением других отступили. Они попали в том числе в Пакистан. Я в Дубае встретил этого пакистанца, совершенно такое кавказское лицо. Да, Как, что? Ну вот были же, говорят, оттуда уходили же, говорят, вот мы считаемся, говорит, наследниками вот этих. А вот как история, вот ваше мнение, могло ли вот это действительно наших да, тяжелый чек, как вы считаете? Просто чисто ваше мнение. А вас? Ну, молодец. Представителям науки, видимо, вопросы лучше не задавать. Сумма, да, ладно. 50 на 50. Ну, я большой скептик вообще. Вообще в жизни, в науке везде должны быть вот эти скептики ярые, чтобы проверять, чтобы, понимаете, вот тогда противная сторона оттачивает свои аргументы, ищет новые доказательства. Должны быть эти скептики, которым нужно доказывать это. Иначе дальше развиваться, как бы, их доказательная база не будет. Поэтому я 120 раз так посмотрю, проверю, прежде чем что-то на публику сказать. И у меня всегда в загашнике должен быть аргумент какой-то, да? Не просто от себя, я так думаю. Но большая часть того, что я спрашивал, я не специалист в области там священных писаний и так далее. Вот, я стараюсь, поскольку я не специалист, я стараюсь не то что держаться, а спрашивать у людей знающих. Ну, скорее всего, это джудида, да, даже эти исламские ученые не могут сказать 100%, где это будет. Это гора, где остановился ковчег, вот этого. Да, поэтому Ну, к этой теме надо критически относиться. Вот, если взять Ноя, когда он жил, вот, давайте ставим. Да, вот хотя бы хронологические рамки, когда это могло быть. Если Вообще всемирный поток, что это? Рассмотреть, когда он мог построить вот такой ковчег. Нет, смотрите, если вот буквально все воспринимать, да, буквально воспринимать, то эта гора могла быть только, если всемирно все затопило, кроме вот этой одной точки, это Эверест, вот это Джомолунгма. Но тогда возникает вопрос, а куда это вода тогда вся, вот и до такой 8848 метров, по-моему, куда вот эти 8000 километров воды ушли тогда, возникает вопрос. Может, не стоит все так буквально воспринимать, не знаю. Нет, ну вот момент такой. Кавказский, да, молодые. Юрский меловой период в основном. Ну, предполагается, что он ковчег превратился в камень. Дерево может превратиться в камень. Вам которому 1510 Вот насчет я сейчас уже закончу. На глубине что-то
на лес похоже. Ну, скорее всего, вот эта легенда о том, что запруда, ну, такой, ну вот я каждый раз, когда еду, я обращаюсь вон горы, откуда как будто камни вот разбросал оттуда. Везде пологи, склоны, нигде. Удар метеоритов. Скорее всего, что разбросало в этой В кухне, одном а месте так только. как-то. Да, слушай, в одном месте. Это выпил, изучаем. Там, когда мы были студентами, я спрашивал надо Жижику, который написал книгу. Там был ледник, говорит. Я говорю, как мог быть ледник на склоне Южной экспозиции, где всегда тепло почему, на севере не было. Он говорит, вырасти, ну знаешь, вот он я вырос лет через 40, местные говорят, у нас есть там спидер, огненный шар. Мы посмотрели, исследовали, там замкнутый континент. Там есть ледник, вот такая, пороговая долина. Крайне низкого положения, перед собой также материал. Глину, камни, и вот тут на конце образуется такой шиповидный конечный марин. А там никакой марины нет, там так даже в ровном месте кучи выкинутых камней. И от этого удара задрестована гору Кашкерлак. А на другой стороне, где слабо стоял склон после слияния времени, там произошел гигантский облако. И он засыпал половину какой-то части радуги погибли. Остальная часть, знаешь, было затопить, потому что это, да, эту воду невозможно продать. На стороне на береге было очень много работы. И они там 4 километра заложили другой село, где так называют, что он вот такая вещь у нас вот Локально, землетрясение. Да. Близко, если в эту гору ударится снаряд, там, не знаю, метеорит, вся волна туда уйдет, вот вся эта гора, по сути, база, вот тут если перешеек, мостик, всегда видно, как стоит база, понимаете? Это и есть продолжение горы, это есть вот та грязь, которая собой На деле вот этот обвал сделан, который за это ущелье, да. И еще, смотри, еще. Там вот, когда зимнюю хорошую солнечную погоду, на этом мелководье видно вот такие ямы видно. Когда старожилы рассказывают, раньше в старые времена, когда было сильно мелело, и вода уходила в эту яму, то там прекращала вытекать вода. Это из-за того, что внизу обломочный материал, да, через них проходит вода. Что за лес там было? Прямо аж на ту сторону. Что за инфа, что там какие-то деревья? Да, И вот это, там наряду Сула, вот эта форель огромного размера достигает насколько там, до 2 секунды. Смотрите, там есть большие. Да. И, ну, вот это описание я увидел, сейчас надо посмотреть. Я просто с работы не успел даже подготовиться к толком. Там после 15-17 метров практически ничего увидеть даже невозможно. да, ныряет. Но лет 5 назад вот с Анди мне жители скидывали, вот такая форель здоровая. Я держал рука 30 килограммов, блин, 30 килограммов. За этими, у меня по этому поводу вопрос. Ну, максимально 18 килограмм. Если больше рыбу не видели, крупнее. Сейчас, может, попадается она. Она находится, скажу, на какой глубине. Вот смотрите, в 2018 году был второй этап исследования Среное, была приглашена самая сильная по сути международная команда глубоководников, это в главе с Джереми Рейнс, бельгийский глубоководник. Ну, очень серьезно там были. И на глубине 56 метров, со слов опять же Джереми Рейнси, увидел форель 1,5 метров. Он с таким глазом вылез. И там Это реально, да. кишит на глубине 35 до 50 метров, полез там. Да. А голова, она наверху, она как
как черная рыба И считается. это остров, который, походу, народ принимает за динозавра. Да. Правильно, Чечня, это есть такая маленькая форель, там дергает, как будто а что сделать по гравитрону? Еще интересно, мне один андиец где-то рассказывал. Мы на берегу стояли, со стороны Венеславии считается. Вы тут на берегу не стойте, не сидите, мы так ночевали. Вы чуть подальше, а что это? У меня был случай, что из бараны у меня на берегу были, ночью из реки что-то выскочили, суточного ягненка утащили. А мы друзья спим, а я вспомнил, я про рыбу болел 25-30 сантиметров ловил, когда мы развязали, внутри есть ящерица, стикоза, даже летучая мышь. А если 1,5-километровая рыба, она может хватить эту ящерицу. Нет, самы, если там есть, то Нет, я самой нет. могу поверить. Болезнь. Потому что я видел, как уток хватает в сумку, уносит. Да, там огромные самы, когда на озере автобус, я видел, как уток уносит. А вот это вот русское географическое общество, да, вот международное командное заявительство, они больше, более глубже. Есть два человека, которые дошли до глубины. Первый человек, это Дмитрий Шилер, командир подводной секции РГО России. Вот, непосредственно мы, 12 год, да. И второй человек, это Джереми Ренси, который на 75 лет тоже ушел. Это самая глубина. Ну, там максимально глубина, грубо говоря, 8, но там есть зигзаг, провалы такие, их вот буквально не отключают. Да. Но в целом там площадки где-то до 80 метров. Это очень много. Для этой высоты это очень сложно. Если равно по таблице погружения, это значит, если 10 метров там, 20 метров получается на море, например, по сложности. Плюс там холодная вода, там постоянно на 12 метров там термоклин. Буквально представьте, наверху 18 градусов, через метр получается 14. Можно я расскажу? Через метр 14 и через 10 метров получается сразу же 14 плюс 4, 10 градусов мгновенно. Это поезд. И на этой поезде живет как раз таки вот эта вся барыня. А динамика есть там? Это есть. Это есть, да? И еще предприниматься будут, представьте, на глубину уходил Дмитрий 20 минут, уходил более 2 часов оттуда. То есть таблица требует, чтобы вот так выстраивалась эта самая. Очень сложно. Нельзя сразу дотянуть. Нет, нельзя. Нельзя там. Если в море можно было выйти за 10-15 минут с этой глубины, вот там приходилось придерживаться вот этих декомпрессионных таблиц. Это очень сложно. И темно, да? Там темно, там после 15 метров очень видно. Там темно в том смысле, что там, ну, планктон, известь, фонарь не пробивает даже. Когда ты включаешь его, как будто в туман включаешь фонарь, и вот тут приходится вот так приближались, и между вот этим самым общались. Очень. Я не знаю, кто там что мог увидеть, Спят. Можно человек ответить сам? Ну что ж вы постоянно прерываете? Вот, ну как это? Не понял вопрос, Погружение на такую глубину. В среднем 18-20 метров, но это полно все, ничего больше не видно. Нет смысла. Я имею в виду, вот за 20 А Дмитрий минут ушел, погружения Дмитрий на ушел. 18 метров. Нет, на 75 метров. На 75. Да, 75 метров. Это Дмитрий Шилер, да? Да, уже Дмитрий Шилер. А был еще бельгийский, да? Да, уже 18 году был английский. В то время уровень воды выше был, чем сейчас. А в 12 он был выше, Да, да. в 18 был ниже. Но он ушел глубже, потому что место другое было для движения. Поэтому, плюс оборудование самого бельгийца было очень серьезное оборудование. Компьютер был очень мощный. А потом только понял, что мы буквально как погружались, когда мы теряли. Большая разница. Плюс у него теплые костюмы были, самый грел. У Шиллера было очень сложно. А самая Понятно, что на глубокая геле часть, смеси, а? самая глубокая часть какой Ну, всегда в среднем зигзаги, вот эти какие-то странные цены, 170 с чем-то. 103 удачно, но это даже сам провал не отдает. Холод не отдает. Да. И метров 10 надо было. Реально, вот в какое место
Вот. Первый будет у нас подводное течение, там вот в той века, хорошо, родники озеро. И уже вот это Белочужье озеро, которое убежало, а я в журнале «Вокруг света» ищу озер. То есть они кажется, где-то в 60-х годах Прямо вскоре это озеро на дне. Мерзкий дичь. Это память, где он был, порода, образовали больше туда помнишь, приезжал на озеро в армию. Я вот она грузится, она мне как-то спрашивает, вы мне поехали нет озера. Садились прямо в центре, туда, в глубину уходит. И где-то там она где-то уходит, мы с самой, это где-то гихи. Постепенно, столетия, тысячелетия, расширяется, и происходит. Здесь ушло, там появилось, вот в этой статье. Это мелкий озера, так можно сказать. Здесь исчез, здесь появится где-то кастовое вот это. там это невозможно. Надо знать это место, здесь было Анки, например, Белгород. И там ущелье. Да, там очень глубоко ущелье, там скалы страшные. Там кучу рек еще, это должен пройти на разных уровнях, находится. Перепад, наверное, будет до 300 метров перепад будет. Еще я вот уделяю серьезным ученым, которые говорят, вот когда мы были в экспедиции 12 года, с нами был вот этот Загир, он спрашивал меня, доктор наук, конечно, не помню, на Ниве был, он меня спрашивает, ну, он говорит, с иронией, такая, да, с иронией, наверное, спрашивает, а с этими, скажи, говорят, рыба, которую окольцевали и выпустили в казино, ее поймали в каске. Как возможно? Как она могла через эти трещины уйти туда, в Версу, потом обстоять? Это невозможно. Он посмеялся, сам посмеялся. А есть серьезные люди, которые действительно это верят. Соединение. А Вот я была в 9 классе. Нас повели, был такой маршрут. Он был такой краеведческий, по-моему, республиканский центр здесь, да?